Мы сегодня приехали на родину Дмитрия Кононыча. Этот музей, который он сам основал. Музей, который дал основу для того, чтобы у нас в Якутии, в республике Саха-Якутия, были заложены глубокое изучение основ истории своего народа. Все, что было создано людьми, сотворено, жизнь каждого поколения, Дмитрий Кононыч посвятил свою жизнь для того, чтобы собрать воедино. Музей политической ссылки, в котором мы стоим. Дальше мы пошли в музей государственности. Музей, который у нас стоит, «Дружба на берегу Лены». Это его все творения своей его жизни, он залог оставил нам, чтобы мы сохраняли свою историю. Чем глубже мы сохраняем свою историю, тем дальше мы надеемся, что будем и дальше планировать счастливую свою жизнь, будущую свою жизнь строить на основе развития, от поколения к поколению. Хотел бы отметить о том, что глава нашей республики Егор Афанасьевич в прошлом году принял решение по ходатайству писателей нашей республики. И нынче у нас есть государственная премия нашего главы, не 500 000 рублей стоит, да, каждая премия ежегодная, она вручаться будет российскому писателю и писателю Республики Саха-Якутия. Это большое достижение увековечения его памяти. Дмитрия Кононыча как человека, который оставил нам память свои философские мысли. Мысли, которые должны проскочить через поколение. Жить добрыми намерениями среди людей и принять основу свою мораль православия. Дмитрий Кононыча ведь итогом своей жизни принял решение обращения к своему народу как быть верующими, в силу иметь в себе духа, морали, для того, чтобы будущее поколение тоже отличали добро от зла, чтобы у каждого было желание жить в человеческом мире, в человеческой цивилизации добрыми намерениями. Это его итог всех его размышлений, раздумий. И вот сегодня на этой прекрасной площадке школьники, родители, учителя, писатели, гости из правительства, все Министерство культуры, всех духовности собрали в единой мысли быть вместе с Дмитрием Кононычем и сегодня вспомнить его слова, его философию, его пожелания, его мысли и быть с ним вместе сегодня, чтобы быть сильным духом, чтобы продолжать те идеи, которые шли через поколения в нашем народе. Мы сегодня не имеем права заблудиться. В далеком-далеком прошлом умные люди нашего народа заложили основу мыслей. Эти мысли на самом деле и сегодня не претерпели. Это жить на этой земле, продолжать поколение человеческого существования на этой земле, семьи создавать, чтобы мы действительно жили и планировали свою жизнь ради будущего и помнили свою историю. Наверное, в этом глубокий замысел Дмитрия Кононыча был и есть, чтобы мы помнили свою историю, чтобы у каждого было назначение, и каждый понимал суть своей жизни, чтобы быть сильным человеком, чтобы быть полновесным человеком, который понимает вообще, соображает мир, который его окружает. И только это может быть основой, наверное, для нашей республики, для нашего народа, далеко смотреть вперед. И как поэт сказал, да, смотреть бесстрашно и легко, смотреть далеко было, да, смотреть далеко, а жить бесстрашно и легко. Потому что и предки, что нам завещали, и то, что мы сегодня творим, и чем мы сегодня живем, это и есть основа нашей жизни. И мы должны быть твердо уверены в этом. Мы на правильном пути. И этот путь не мы начали. Наши многие поколения начали. Жители, кто жил в республике, якутской нации, русской нации. Мы жили в мире и дружбе, и сегодня живем ради благополучия других новых поколений, которых сегодня только пришли и слушали заветы Дмитрия Кононыча, заветы Аюнского, которые здесь звучали, и заветы и мысли, которые мы сегодня живем, наше поколение. Мы должны это сохранить для будущих поколений. Дмитрий Кононыч на самом деле был не просто человек, а был человеком, связующим поколение своими мыслями, своей философией и, главное, уверенности в правоте своих мыслей. В этом, наверное, его сила духа и сила его характера, воли. Заставлять делать то, что правильно, чтобы человек тоже должен иметь право не просто размышлять, но право двигаться вперед. Вот это движение Дмитрий Кононыч создавал, сохранил вот за свою почти столетнюю жизнь.